На съемки наших героев мы, как правило, отправляемся в самые разные места. Так, в апреле 2019 года специально прилетели в Пекин, чтобы увидеть выпускной экзамен наших героев Сергея Будуранова и Данила Иванова в Международном колледже искусств. До учебы в Китае 9-летний Сергей воспитывался в детском доме, а 8-летний Данил жил в приемной семье. Ребята прошли огромный кастинг из большого числа претендентов и получили возможность учиться в одном из лучших цирковых колледжей мира. Проучившись в Пекинском колледже 6 лет, Сергей и Данил в числе 20 выпускников вернулись домой в родной цирк. Благодаря мастерству китайских педагогов и упорному труду они освоили сложнейшую акробатику и стали высокопрофессиональными артистами Государственного цирка Республики Саха-Якутия имени Марфы и Сергея Расторгуевых. И вот спустя почти 3 года мы встретились с ребятами в цирке на одной из репетиций. Каждые выходные Данил и Сергей участвуют в представлениях, показывая невероятно сложные номера. Я смотрела, Данил, такие сложные номера. Сложные? Ты вот мне расскажи, как обычному зрителю. Начинающим будет сложно, а нам нет. Мы уже в Китае отучились 5,5 лет где-то. Нам не сложно. И все это достигается благодаря строгой дисциплине и ежедневным длительным тренировкам. А как тебе работается в цирке, расскажи? Хорошо. Новые хорошие номера зашел. Как раз вот скоро на гастроли поедем. Сереж, ну а как тебе вот работается в коллективе? Как к тебе относится руководство? Расскажи. Нормально. Относятся хорошо. Главное, что не опаздывать и все. Ребята являются лауреатами различных конкурсов, стремясь к новым высотам и победам. У всех свои планы, у всех свои задачи. Они работают в нескольких номерах, например, да? Акробатическая дорожка, групповая, и еще у них есть ля-синь. Сергей Будуранов, он еще в акробатической группе «Семья». Все номера, в которых участвуют Данил и Сергей, можно увидеть в представлениях Государственного цирка Республики Саха-Якутия и воочию насладиться высоким мастерством ребят в цирковом искусстве. Наш герой Сергей Будуранов 9 лет назад обрел приемную маму. Мария Николаевна Голокова стала самым близким для Сергея человеком. Он очень много освоил за это время, как в таком мужском плане. Про охоту расскажи. Умеешь охотиться? Да, вот, Сереж, а что ты освоил? Вот расскажи по мужскому плане. Что ты умеешь делать? До чему научился? Охотиться могу, строить могу. Стройкой мы занимались. Вот. Каждое лето? Да, каждое лето занимаемся. Есть чем руки занять. Еще рыбак. Мы купили ему все снаряжение. Значит, у него японский спиннинг, костюм специальный рыбацкий. И он однажды такой большой щуку поймал. Да? У меня 3 сына, старшему 35, он работает, семейный. Второй сын у меня, ему 28. А он семейный, он живет тоже отдельно, и Сережа к ним часто заходит. У нас семейных традиций еще много. Самая хорошая традиция перед Новым годом у нас. Фотосессия. Фотосессию. Мы придумываем темы с семьей и делаем фотосессию. В разных костюмах. У нас был венецианский стиль, Сережа был дож. И вот само то, что мы костюмы ищем, Сережа этим очень дорожит. Чувствуется, что ему нравится это. Родни очень много. Они его приняли уже давно. У нас еще семейные традиции есть каждое лето устраивать семейные соревнования среди Голоковых. Там байдарочный бег, там на велосипедах. Сереж, вот расскажи, что тебе дала мама? Вот чему она тебя научила, учит? Научила жизни.
Ну, там дома убираться, хозяйничать, когда один дома, самостоятельно. В детдоме такому не научат, конечно. Но я рад, то, что у меня такая семья. Семья дает Сергею многое. Традиции, совместный отдых, выезды на природу закладывают в нем почитание семейных ценностей, правильные ориентиры в жизни. За 3 года, что мы не виделись с Сергеем, он очень изменился. Не только возмужал и окреп, но и обрел уверенность и спокойствие, зная, что у него есть дом, семья и родные люди. В гости к Данилу Иванову мы отправились в дом приемной семьи Павловых и застали Данила за чисткой двора от снега. Александр Иванович и Оксана Алексеевна Павловы – родители 22 детей, 18 из которых приемные. 18-летний Данил воспитывается в семье Павловых с 4 лет. Он был такой шустрый, ой, такой маленький и такой шустрый. Везде лазил. Вообще, по шкафам, когда нас не было, он бегал, оказывается, в шкафам наверх. И там оттуда всякие эти брали. Поэтому мы думали, его циркачом, наверное, будет. Поэтому здесь узнали, что есть кружок в цирке. И отдали его туда. А потом, ну, он там занимался, а потом сказали, что в Китай будет кастинг. И мы тоже попробовали. Но, слава богу, взяли, несколько этих прошли. Кастингов. Там детей было много. И 5 лет отучился и закончил. У него уже профессия есть, уже самостоятельной жизни уже как готов. Ответственный такой. Расскажи, как тебе живется, как тебе дома? Дома тепло, уютно, хорошо. Общение у нас хорошее, никто не ссорится. Все помогаем друг другу. Данил, а вот родители чему научили? Научили всему, помогают, мы им помогаем. Данил, а планы у тебя какие? Вот что бы ты хотел в жизни достичь? Планы. Достичь больше номеров. Например, опасных. И поехать в Монте-Карло. И Данил четко идет к достижению своей цели. Он упорно тренируется не только в цирке, но и дома, где для этого созданы все условия. Данила во всем поддерживают приемные родители Александр Иванович и Оксана Алексеевна. После работы в цирке он возвращается в большой уютный дом, где его любят и ждут. Результат ежедневных репетиций и высочайшего мастерства ребят – невероятно сложные номера и завораживающие выступления. Увидеть наших героев Сергея Бодуранова и Данила Иванова можно на представлении «Цирк, цирк, цирк» в Государственном цирке Республики Саха-Якутия имени Марфы и Сергея Расторгуевых. Мы надеемся, что все планы наших героев осуществятся, и они смогут выступать с гастролями и представлять наш цирк на аренах других цирков. Познакомьтесь с 2 братьями. Сава у нас самый старший ребенок. Сава учится в 1 классе.
Женя у нас ходит в детский сад, ему 5 лет. У них еще есть брат Саша, средний, ему 6 лет. Сава у нас любит заниматься, ну, как сам по себе творческий ребенок. Любит ходить на робототехнику, посещает кружок шашки. Сава у нас ходит в садик. Воспитатели им очень довольны. Очень как любознательный ребенок. У Савы и Жени есть брат Саша. Ему 6 лет, и он ходит в детский сад. Саша очень подвижный, спортивный мальчик. На занятиях он с удовольствием выполняет все упражнения, проявляя ловкость и хорошую физическую подготовку. Сава и Женя тоже любят приходить в спортивный зал, потихоньку осваивая тренажеры. Саша пока временно находится не с братьями, но скоро они вновь соединятся. У меня 2 брата, я с ними играю, веселюсь. А когда вырастешь, кем будешь? Строителем. Сава мечтает построить большой дом, где он будет жить вместе со своими братьями, а пока мальчики строят конуру для любимой игрушечной собаки. Лето, это лепший, это. Очень так хотят. Я так буду опадать. Все хожу, все думаю, смотрю, что завтра маме подарю. Может, куклу, может быть, конфеты. Нет, вот тебе, родная, твой денек, аленький цветочек, огонек. Братья доброжелательные, общительные и дружелюбные дети. Они много играют, с удовольствием ходят в школу и детский сад. Саша очень любит настольные развивающие игры. Он смышленый и сообразительный мальчик, быстро понимает, что нужно сделать, проявляя математические способности. Мы надеемся, что братья Саша, Сава и Женя обретут семью.